Так, Соболевыш. Сейчас, секунду. Так. Прямое. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Сейчас, секунду. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Брат, я, кажется, тебя у Фархада видел только что, да? С Казахстана. Я просто хочу с ноутбука тоже, мне легче читать. Прогресс. Ва алейкум ассалам. Все нормально, алхамдулилlah. Все, понял. Хвала Аллаху, я мусульманин. Ва алейкум ассалам. Пипалу, здравствуйте, скажите, вы в Украине сейчас? Так, какая там ситуация, да? Как там вопрос был, да? Да, брат, здравствуйте, добрый вечер. Сейчас расскажу, какая тут ситуация. Да, ну, я думаю, что можно начинать. Так, бисмиллахи рахмани рахим, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую вас всех, мои дорогие. Тут вопросов уже много. Отвечу на этот. Здравствуйте, скажите, вы в Украине? Какая там сейчас ситуация, пишет Пипалу. Да, я здесь уже, можно сказать, давно. И очень много планов, идей, вот, что касается с Украины сегодня. Какая ситуация, да? Ну, я скажу так, что лучше искать информацию от украинских источников, официальных источников, чем слушать российскую пропаганду. Конечно, они врут, мы знаем, как они умеют это делать. Вот. Ну что, российские оккупационные войска обстреливают города Украины, убивают мирных жителей, как всегда. И на восточной части Украины идет война, как вы знаете. Ну, в общем, оккупация, война. Полностью некоторые детали не хочу, конечно, говорить. Об этом лучше скажут средства массовой информации Украины. Вот, ну, просто призову, чтобы читали, смотрели их. То есть там подробные сводки, насколько я знаю, здесь убито более 20 тысяч российских оккупантов. Вот. Уже много вопросов, я просто хочу коротко отвечать на ваши вопросы. Ну вот, на чеченском Барбарос Мугду Шудахар Вайвежри Мубу Алхамдулла Дик Душадига Дик Душадиг. Так, Нохчу Алхамдулла Шадиг Дик Ду. Нохчу, другой Нохчу пишет. Анзор, где наш флаг? Наш флаг рядом со мной, недалеко. Недалеко. Keep Freeway Чечен на фоне украинского флага. Зря ты качаешь за Евросоюз. Ну что, мне качать тогда за Россию? За ту страну, которая убивала мой народ, которая убивала чеченский народ? Вы этого хотели? На это мы не способны.
На это мы не способны. Если мы качаем, то мы качаем за свое государство, за свой народ. То, что мы поддерживаем сегодня Украину, это самый правильный шаг, потому что Украина находится под оккупацией, то есть не полностью, но часть Украины оккупирована. Идет война со стороны России, со стороны государства, которое убивало чеченский народ. Так что позиция самая правильная, и она будет всегда и до конца. Диджей, Аллах рейс масера был, Аллах этого. Да не, ичкерийский флаг, сейчас покажу. Сейчас. Так. Вася Академик, алейкум салам, брат, пишет: надеемся на вашу победу в Украине, на общую победу, брат. Эта победа должна быть общей, победа здравомыслящих людей. Это касается всех, что происходит в Украине, это касается всех нас. В первую очередь это касается соседних республик и государства России. Вот. Это страна, которая убивала наши народы, которая оккупировала наши родные земли. То есть это наша общая борьба. Алейкум ассалам, рамтуллах, баракату. Павло Патурнак, вам отдают кадыровцев. Да зачем они нам нужны? Они находятся там, где они должны находиться. Это военнопленные. Вот. И их должны наказывать по законам той страны, в которой они совершили оккупацию. То есть, будь это кадыровцы, как вы называете, да, знаете, я их кадыровцами даже не считаю, и чеченцами тем более не считаю, это русские оккупанты. Вот. Если он вторгся на эту территорию, и если его тут поймали, то Украина будет судить их по своим законам и правильно сделает. Асаб Эпендиев, Анзор, правда, что они рядом с Киевом? Нет, рядом их тут нету. Вот, но обстреливают. Я сейчас конкретные места не буду говорить. Я даже тут выставлял одно видео, где они обстреляли жилой дом, убили и ранили мирных жителей, а потом сами заявили, вот бессовестно вот так заявили, что они ударили там по военному объекту. Мы знаем, как они умеют стрелять, их точечные удары, когда сотнями убивали чеченцев. Так, на этот вопрос я ответил. Валикум ассалам всем. Страсбург. Я некоторые вопросы буду пропускать, просто не хочу на них отвечать. Нохчу. Поймали ли мы сазана, да? Знаешь, эта рыба водится не там, где можно ее поймать. Да, далеко, вдали от действий, там, боевых действий. Я не могу понять, вот, они говорят, что они воины, герои, там все такое, что они где-то как-то воевали и будут воевать, а потом вот такие трусливые видео снимают. Да это смешно просто. К примеру, я не слышал, чтобы ислам где-то говорил, что он там воин,
воевал. У меня такой причины тоже, ну, вообще привычки, то есть не было говорить, что я воевал там или там я умею воевать или и так далее. Вот. Но они это трусы. Это самые настоящие трусы. Вот. Я про того Делимханова и ему подобным, про них говорю. Вот. Только трус будет унижать свой народ, только трус будет убивать и пытать, избивать свой народ. Это то, что они делали и делают по сегодняшний день. Асад Али, ну, алейкум салам, во-первых. Не надо спрашивать про Тумсо. Если у тебя есть вопрос, связанный с Тумсо, например, да, ты лучше зайди на эфир Тумсо и спроси там. Я-то не могу на вот такой вопрос тебе ответить. Александр Рабико. Уважаемый Анзор Асланович, спасибо вам за поддержку украинского народа и ЗСУ. Желаю вам удачи во всех ваших добрых начинаниях. Спасибо, дорогой. Спасибо. Это наш долг. Мы должны стоять рядом с вами. Я всегда это подчеркиваю, говорю это. Вот. Это наша общая борьба. Я бы не считал бы себя чеченцем, если бы сегодня не занял бы вот эту позицию этой страны, Украины. Вот. Я уважаю вашу страну, я уважаю ваш народ, я давно знаком и имел очень хорошие отношения с украинцами. Вот. И буду продолжать в таком же духе. И буду делать все, что могу сделать и зависит с моей стороны. Ну, что спрашивать на чеченском? Анзор, примерно сколько убито кадыровцев? 5000. Будет ли 5000? Я думаю, что примерно такая цифра будет. Ну, даже, возможно, и больше. Ну, он называет их предателями. Да, так и есть. Это предатели, это русские оккупанты, это русские вооруженные силы. Вот. Никакие не чеченцы, не даже эти кадыровцы. Так вот, насчет их потерь, 5000, как ты сказал. Нет, я не думаю, что там 5000 будет. И что столько у них наберется, которые будут готовы идти воевать. Да, они могут заставить пойти в Украину, то есть насильно, как они это сейчас уже делают. Вы это знаете. Но более 100 точно убито, более 100 тех, которые пришли в Украину. Но точные, конкретные цифры я, конечно, не могу сейчас сказать. У меня нет такой цифры. Сейчас, секундочку. Отвечу. Так. Миланбек, валикум салам с Драмана. Как там у вас погода в Норвегии? Хаген Хасхайты, что... Так, тут один пишет. Один вопрос. Раньше русские против чеченцев были, а сейчас вместе это как понять? Ну,
русские и сейчас, сегодня против нас, против чеченцев. И они делают все, чтобы раздробить наш народ и уничтожить его руками этих подлецов, отчепенцев. В лице Кадырова, Делимханова, там, и Даудова, и всяких других ушлепков. Вот. Так что Россия не с нами. Мы против политики России, против их руководства, против этих оккупантов русских. Так что вот так. Анзор в этом, Нохчо пишет, Анзор в этом году будет встреча чеченцев для того, чтобы прийти к одному единому. Я давно говорю это, другие говорят это. Давайте, давайте, давайте. Давайте сделаем все, чтобы объединиться. Давайте работать в одном направлении ради достижения одной цели. И даже находясь тут я обращался. Приезжайте, станьте рядом. Давайте работать вместе. Украина – это наш шанс. Вот. И события, которые сегодня вот развернулись в мире, это тоже наш шанс. Давайте используем этот шанс. Я это говорю нашим чеченским активистам. Мне без разницы, какая фамилия, какое у него мнение, но если он говорит за народ, говорит, что переживает за народ и хочет добиться чего-то для своего народа, я думаю, мы должны работать вместе. Если там есть какие-то обиды и так далее. Вот берите пример сегодня с украинцев. Да, у них тоже когда-то были проблемы, но они сегодня стали рядом и вот, делают все, воюют, сопротивляются против российских оккупантов. Вот. Поэтому вперед, вперед, вперед. Надо отодвинуть все эти амбиции, обиды и так далее. Ради Всевышнего, как говорит нам Всевышний, ради тех, кто был убит этими, даже животными их не назовешь, варварами. Это сотни тысяч наших братьев и сестер. Ради наших героев, которые отдали свои жизни, воюя против оккупантов. Ради будущего нашего народа, я считаю, что мы должны сегодня быть вместе. Нохчо пишет, если ты поймаешь люлю, а люля это Кадыров, люля в переводе это мундштук, то есть курит. Вот, что бы ты сделал с ним? Ну, ты просто меня так сильно попросил, ну, отдал бы тебе его. Зачем он мне нужен вообще, на самом-то деле? Ва алейкум салам, раб Аллаха. Аллах рейсху слуш. Аллах рейсху. Так, ламан хуамаршвол. Алгичаха скрит. Уникальный гражданин. Так, Анзор Асланович, как вы относитесь к тому, что Делимханову вручили Героя Российской Федерации? Я считаю, что он заслужил эту медаль, это звание Героя Российской Федерации. Пусть он будет до конца этим героем, и даже пусть он будет даже похоронен вместе со своим начальником Путиным.
пусть остается вместе с ним, но никак не герой чеченского народа. Сейчас, секунду. Хозяин свиноватый. Анзор, как думаете, Российская Федерация ждет распад по-хорошему, как СССР, или гражданская война? Ну, я не думаю, что там будет гражданская война. Да, действительно, я надеюсь, что люди встанут, просто сместят этих варваров и свое руководство и поставят нормальных, адекватных людей, которые будут думать о своем народе, а также строить, искать дружественные отношения со своими соседями. Им надо что-то делать ради себя, вот русским. Русским надо. Но, как мы видим, событие вот так продвигается, что, возможно, да, будет распад России на мелкие части. Светлана Романова. Анзор, как ты думаешь, чеченцы очень страдают от кадыровского правления? Ну, отвечу на этот вопрос вот так, коротко. За все это время, я даже не могу назвать цифру, но по сегодняшний день Чеченскую республику покидают жители этой республики. То есть убегают от них. Убегают. То есть убегают из-за этого режима, который установлен Путиным. А кто-то у меня тут спрашивал насчет ислама, насчет рыбалки. Ну, вы видели новое видео ислама с новым оружием. С новым оружием. Вот. Ну, пока клево нет, говорит, но будет обязательно. Джозеф, Анзор, говорят, короче, раб Хамбиев собирается ехать в Украину, так как он воин. Он таким не являлся никогда. Ну, люди это подтвердят. Клоун какой-то. Ну, раз уж такой воин, то пусть едет за Единую Россию, там, членом которой он является. Пускай едет в Украину и ради своего хозяина, вот, главного хозяина, и вот ближайшего его хозяина, раз уж такой воин, тиктокер. Так, секунду. Хар Влад. Анзор, вы уже знаете какие-то фразы на украинском? Да, знаю. Знаю. Ну, раньше тоже знал, теперь больше знаю. Так что учусь. Абдулла, Асхаб, Анзор, валикум. Так, валикум салам, брат. Как ты думаешь, русские выйдут с оружием в руках против путинского правления? Я не знаю насчет оружия, но они должны были выйти. Но представьте себе, за это короткое время, в этом году, когда они вторглись на территорию этой страны, у них убито более 20 тысяч оккупантов, русских оккупантов. Это их сыновья и так далее. И даже после этого они не встают. То есть, ну,
как называют, терпилы, терпят. Им кажется безразлично, сколько их убьют, сколько пошлют их сыновей. Вот. Пока они молчат. Твой брат по вере, как на Украину приехать и стать с вами поближе? Ну, в Украину приехать, да, чуть сложновато. Ну, когда я ехал, если честно, то даже не смотрел, как можно проехать и так далее. Взял, сел в машину и поехал. Советы давать я такие, ну, не люблю. Асад Али, Анзор, когда вы будете информировать нас, что происходит на фронтах, вам можно верить, так, когда другим нет? Ну, почему нет? Лучше всего, я как сейчас советовал, следить за информацией, которая поступает из украинских СМИ. То есть действительно правдивая, правильная информация. Это во-первых. Ну, во-вторых, я здесь как бы не провожу такую работу, как вы замечаете, давать ежедневную или еженедельную сводку. Вот. Я говорю свое мнение, ну и так далее, как вы знаете. Сегодня я делаю другую работу, занимаюсь другой работой. Ну да, многое здесь я не говорю, многое не говорю. Вот. Лишь только часть того, что я могу сейчас здесь открыто говорить. Так, вы так быстро пишете. Аноним. Будет ли встреча с батальоном Джохара Дудаева? Ну, насколько я знаю, я сейчас далеко от этого города. Ну, я никого не отделяю, не разделяю. Я встречаюсь и с другими батальонами, даже не чеченскими, там есть крымско-татарский батальон, с ними общался, много раз встречался с другими батальонами. Вот, то есть, да, есть планы. Black Shark. Будет ли война в других странах? Ну, если мы допустим этого, то будет. Иван Иванов, Анзор, то есть на 100% можно утверждать, что Кадырова-старшего действительно убили по инициативе Путина. Ну, каждый шаг, чуть ли не каждое убийство, вот такое, ну, громкое, но связано с Путиным. Ну, скажем, там, Немцов, Политковская, Литвиненко и так далее. Ну, тем более, такая фигура, я думаю, тоже как-то связана с этим шизофреником. И даже могу сегодня просто предположить, примерно вот так, 90% дать, что тут даже замешан его сынок. Представляете? Я могу даже поверить в такую версию. Потому что этот ушлепок готов на все. Готов на все. Но что, Анзор, когда у тебя будут интервью? Ну, у меня здесь интервью чуть ли не каждый день, много журналистов связывается, общаюсь.
даю интервью, рассказываю о сегодняшнем состоянии чеченского общества и рассказываю про историю, про вот войны, российско-чеченские войны, как и что делали русские оккупанты, как они убивали, как они стирали с лица земли наши села. Вот, про все это варварство России. Так. Сейчас. Ва алейкум ассалам всем. Зу, хай анзор, нор гестеттердай, пишут по-норвежски. Hei Zo, tusen hjertelig takk. Vi trenger støtte fra alle land. Да, Василий Долгорева, рогатка вещь. Ислам уже учится стрелять. Метко стреляет, кстати, попадает в цель, так что пускай берегутся его рогатки. Да. Ваша, секунду. Ваша, Сажа. И bayrak sapodiyen bayrak это там он свежий еле гяцер saya. Кстати, меня тут попросили секунду, где ичкерийский флаг. Подождите. Ваш жимный какие-то соло тацер передал. Урс, да, урс, да, то, что подарили нам. Кто-то у меня спрашивал, где ичкерийский флаг. Он всегда со мной. Это копия того флага, который был моего отца, президента Чеченской республики Ичкерия, Аслана Масхадова, в тот день, когда он был убит. Точь-точь копия этого флага. Так что мой флаг всегда со мной. Потом еще кое-что покажу. Вот сегодня подарили. Вот так. Вот это. Кинжал. Настоящий, острый. Подарок от наших братьев. Далее. Светлана так, Романова, Анзор, я даже не знала, что Путин творил в Чечне и как уничтожал людей, говоря, что там, так, секунду, сообщения вверх идут, террористы, что, мол, мы террористы, да, а сейчас мы узнали правду, слава Богу. Да, слава Всевышнему, что люди, даже руководители стран уже открыто говорят, кто на самом деле террорист. Это Путин, Ельцин и другие руководители России убивали чеченский народ. И убивали самым жестоким образом. Самым жестоким образом. Я много могу и долго могу говорить про те жестокости, которые совершали вот эти русские оккупанты. Они хуже фашистов. Сейчас, секунду.
Абдулла Хатиев, алейкум салам, брат. Анзор, вы имама Алим Султанова знали заочно? Он про Украину пел песни тогда. Да, имам Алим Султанов, он герой чеченского народа, был убит в Одессе. Был убит в Одессе, и все чеченцы уважали его, слушали его песни. Это был бард, он пел патриотические песни, пел про Украину, про чеченцев, про историю чеченского народа, про Кавказ. Вот. Да, знал, много раз его видел. Еще с первой русско-чеченской войны. Так. Джамалай Нохчу, алейкум салам. Анзор Дейл, инц Кыцва Мубова, Нохчу Матаолас, сейчас я на чеченском отвечу. Из духвой Бога, Шия Байлбега, Коман Байлбег, Историн Байлбег, так, Дейлах Куиршвега, Дал Бог, Дейвой Бог, Дукханю. Так. Фамилия Мюнх Хельчи, Цагоушкета, Цан Кипр, Цан Ауэр, Цаня, нет, я Цан нет, я дадохч, дикрдайцер тия. Да имна идюча, да имай кайкам бяша, валай сун кунах юш хуммадац, сатюштейк цаду, вай цадирзен, вай махкадирзен, вай латтек цадона, вай пачал квалера, وانت خودینا دیت سدیشه ist ihum das undaga masai boksha do sadulish dakhitish chan bolbay we chan qayegi we aqibem gurmaba style to ist haluk Black Shark, Анзор, расскажи, в какую сторону изменилось чеченское общество. Я читаю комментарии по турецким видео, и они, походу, считают, что чеченцы стали как русские. Нет, чеченцы не стали как русские. Чеченец не может, не должен стать как русский. Не только как русский, но вообще должен оставаться чеченцем, патриотом своего народа. А вот кто стал как русский, это уже не чеченец, это предатель чеченского народа и служит стране, которая убивала чеченский народ. То есть это предатель. Вот таким образом надо доносить до людей, что это не чеченцы. Кадыров это не чеченец, мы его не считаем чеченцем. Так, здесь я кого-то видел. Турпалтураэр. Мысли ислама. Могучего Аксубаха. Юхчуверзлахуз. Овельч. Хай аддаш. Ислам тоже тут. Василий Долгтрев. Анзор запретил их чеченцами считать. Сразу бан отправить. Ну да, вот. Я их не хочу считать своими, что-то связывать между чеченцами и вот этими отчепенцами.
предателями нашего народа. Это русские террористы, это русские оккупанты. Вот. Странник. Алейкум салам, брат. Как ты думаешь, после того, как мы будем свободными, нам лучше быть парламентской республикой и парламентская республика, так, без президента вопрос. Но я считаю, что те люди, которые ушли, а это наши лидеры, это были самые лучшие. Самые лучшие. Они шли уверенно, они сделали правильный выбор. И я думаю, что мы должны стоять на этом выборе. Вот. И ничего мы не должны менять из-за этого. То есть мы должны построить свое чеченское государство, чтобы наконец, находясь вот в таком кризисе, в котором мы сегодня находимся, про виновников я сейчас говорить не буду, вот, чтобы мы вернулись на свою землю, избрали свою власть, своего лидера и построили свое чеченское государство. Буарс Барзаев, Анзор Ислам Сбешко. Вала Ислам Вацари Ишмаяцера. Вала Рескальсон. Рунас, привет вам из Беларуси. Мы будем свободны. Обязательно. Спасибо. Обязательно освободимся от всего этого. От этих варваров. Нохчо. Анзор, ты сам лично видел или встречался с Арби Бараевым или с Рамзаном Ахмадовым? Ну, я их знал лично. К примеру, Арби Бараева я знал с 94-го года. С 94-го года, когда он был в ударно-штурмовой бригаде. Нет, с Келисхановым в ДГБ. Департамент госбезопасности. Мысли ислама – это получше. Давай я тебе вот это подарю. Получше твои рогатки. Вот. Пойдешь в атаку, как шли наши прадеды. Хасшахид Хирварволас Исламия. Дейл Рейс Ислам. Ола Биг Балбяшу. Юеш Балбяшу. Ва алейкум ассалам. Мысли ислама. Кинжал для близкого боя. Моя рогатка дальнобойная. Ну да. Я тебе подарю этот кинжал. Будешь там наводить порядок. Так, ва алейкум ассалам. Спасибо старику Байдену за оружие, пишет Нохчо. Если бы Байден и другие, которые сегодня помогают Украине, помогали бы нам, например, да любые страны, я вообще в общем это говорю, если бы Турция помогала там, или другие там, любые государства, то мир не увидел бы вот этих проблем, которые увидел после того, что у нас произошло. Скажем, в 2008 году русские вторглись на территорию Грузии, воевали против них. Сегодня воюют здесь против украинцев. То есть до этого не дошло бы. Нам очень не хватало этой поддержки.
Очень не хватало. Наши лидеры всегда подчеркивали, что это перекинется на другие государства. Потому что вот этот фашизм, вот эта ненависть и зло сидит внутри этих руководителей России. Они без этого не могут. Вся история России – это кровопролитие, войны, уничтожение народов, насильственные депортации. Это история России. Крылатая рогатка. Валейкум ассалам, алхамдулилlah, дику. Коба Гогуа. Здравствуй, Анзор. Добрый вечер. Что можешь сказать про Эрдогана? Некоторые говорят, что он мини-Путин. Ну, я так не сказал бы, что он мини-Путин. Нет, неправда. Эрдоган – это патриот турецкого народа. Это лучший сын турецкого народа. Вот что я могу сказать. И турки его любят и уважают. Так, Джек Демпси. Анзор, как думаешь, пехота сидит на чемоданах? Ты про петухенцев Путина говоришь? Ну, там уже паника. Они увидели реальную картину, ну, то, что происходит здесь в Украине, как их лупят везде. Вот. Ну, они понесли большие потери. И мы знаем, какой страх у них сегодня, вот, в их рядах есть страх и паника. Ну, я тут даже раньше в эфире говорил, что более 20 вот этих пехотинцев, путинских пехотинцев, отказались ехать в Украину. Ну, правильно сделали. Правильно сделали. Мухаммад Хасан, валейкум салам, почему флаг Украины развернул, говорит? А потому что я хочу. Потому что я люблю этот флаг. Потому что этот флаг мне нравится. Вот почему. Так, Светлана, так, Романова. Анзор, ты читал рассказы Варлама Шаламова про ГУЛАГ, что люди проходили в тюрьмах при Сталине? Конечно, я начитан этим, что происходило в ГУЛАГе и сколько людей в то время перебито, убито. Вот. То есть они совершали геноцид своего же народа. Ну, там не только русские были убиты. Очень большое количество людей было убито во время Сталина, депортировано, убито. Сейчас, секунду. Мурад Гулинский, Анзор, так, валикум салам, брат. Как думаешь, наступление НАТО – это начало конца России? И как ты представляешь мир после демонтажа России как республику? Будут ли народы свободными или попадут в европлен? Ну, я не считаю это европленом или другим пленом. Да, неправда. Про наступление НАТО. Нет тут никакого наступления НАТО. Нет, просто нету. Есть поддержка НАТО, да, это есть.
НАТО, другие страны, все здравомыслящие люди помогают сегодня Украине. Сегодня есть наступление украинских сил, вооруженных сил против русских оккупантов. Против русских оккупантов. Вот что есть. Так, сейчас, секунду. И как ты представляешь мир после демонтажа России? Ну, если дело так пойдет, то просто Путин уже добивает эту страну, огромную страну, добивает. И добьется вот этого распада, развала России полностью на куски. Марат Гасев, как горец горцу, желаю тебе найти захоронение. Так, есть картинка, есть звук. В общем, я здесь. У меня тут чуть проблемы были. Все, ламанфон. Лариску. Видимо, тут жарко, у меня телефон нагревается. И от связи отключается. Желаю Аллах рейсху, ламанфу Аллах рейсху. Ну, я еще чуть-чуть побуду. Вот. Василий Долгтрев пишет. Джеки, анонса не было, так бы онлайн был бы больше, спонтанный эфир. Ну да, у меня, как всегда, я делаю эфиры, когда это получается, когда есть такая возможность. Когда есть возможность. Дейлер Маршал Хилл. Так, валикум ассалам. Алмаз Джапарбеков, валикум салам, брат. Анзор, как думаешь, если по воле Аллаха Россия падет от Украины, может ли Чечня восстать? Ну, мы должны были сегодня восстать, я считаю. Это наша общая борьба. И враг один. Поэтому здесь чеченцы, они были и будут рядом с украинцами. Вот. Россия по вине Путина падет. Поэтому идет все это. Акела, Волк, извини, если пропустил вопрос. Тут целый поток информации. Кто-то пишет просто так, кто-то задает вопросы. Поэтому я пытаюсь со своей стороны отвечать на все ваши вопросы. Конечно, я игнорирую такой провокационный формат, да, вот не хочу на них отвечать. Ну, люди, которые специально что-то хотят спровоцировать. Джамаев, Анзор, диехардер хуюк шухар, кахюк швейк шавик цана, оуш тухар, айдейл двах телаци и бол коуч бахажа. Асбабиш мабаци, ой масар бабиш бой, ой масар бабизи, ой масар кахюк диз, ой масар да лац диз отхумантия. ومصير بالخاش بيز تغم خلش دقا تقان خلدول شنو ويلي يزوي مصر ليلو دي شبه نشتوش. وعليكم السلام.
Батальон имени шейха Мансура сила. Нет, Всевышняя сила. Всевышняя сила. Батальон имени шейха Мансура – это наши братья, которым не безразлично то, что происходило и происходит сегодня на родной земле. Они стоят на правильном пути, они встали рядом с украинцами. И будут стоять всегда. Сейчас, секундочку. Я еще чуточку тоже насчет батальона скажу. Секунду. Ну, Танго Браво. Брат пишет про почему власти Украины не признают Чеченскую республику Ичкерия. Но дело в том, что это не делается так быстро. Раз, взяли и сделали. Нет, это не так делается. Там целый процесс. И за один день, за одну неделю это как-то и невозможно. Тем более в той ситуации, в которой находится наше чеченское сообщество, где мы разделены на группы, где друг друга не признает. Вот. И в связи с этим мы работали давно над таким проектом, чтобы созвать людей не так от чего-то имени, лично как бы, а так, чтобы это было в таком формате, что народ созвал тех людей, которые активно сегодня выступают, работают в этом направлении. То есть мы хотим провести такую встречу, чтобы уже искать вот эти пути, официальные пути, легальные пути, как признавать Ичкерию там, или признание геноцида чеченского народа России. То есть это огромная работа. Хари. Так, я извиняюсь. Секунду. Так вот, идем дальше. Марат Агасиев, астафирулlah, как только Анзор начал читать мои комментарии, так сразу в эфире проблемы пошли. Валлаhi, нехорошие мысли пошли насчет слежки и все такое. Нет, все нормально. Я нахожусь в надежном месте, пускай следят, сколько захотят. Пускай только сунутся. Вот такие дела. Все нормально? Вот. Это хорошо. Сумагушевом. Сайн загичан, да? Да. Поймем пока. Потом разберемся. Тут брат подошел. Так, Иванов. Анзор, очень жалко, что с вами получилась такая ситуация.
Вы достойны быть в Чечне и спокойно прогуливаться там. Вы достойны... Так. Надеюсь, наступит то время когда-нибудь. Ну, я уверен, наступит. Я просто мечтаю, что увижу тот день, когда чеченцы будут свободными от этой тирании российской и от этих подлецов, этих ушлепков в лице там Кадырова и других. Но все к этому идет. Так, Джек Демпси, Анзор, что с Кавказом? Не в курсе. Ну, насколько я понимаю, все нормально было. Сейчас, секундочку. Не нужно, я тут закрою быстренько. Тут я видел вопрос от Дениса Газдан. Вот, каково ваше мнение насчет тех условий, которые Россия должна подписать после капитуляции? Но мы возьмем все то, что у нас было украдено. Мы заберем и вернем. Вернем это своему народу. Условия будем ставить мы, чеченцы. Условия будут ставить украинцы, потому что мы имеем право это делать. Мухаммад Хасан, Анзор, флаг поверни. Там все нормально. С флагом все хорошо. Арунас, вы пишете про то, что вы хотели бы побывать в Чечне. Но все будет со временем, скоро. И мы вас приглашаем в Ичкерию, на нашу родную землю. Обязательно, когда этих ушлепков больше не будет, мы вернемся, приедете вы и другие. Обязательно. Ты мне уже который раз задаешь этот вопрос. Да, я видел этот вопрос. Я об этом уже говорил. Иван Иванов. Анзор, а вы общаетесь с Закаевым? Я с ним давно не общался. Давно. Воин, как ты думаешь, когда Ичкерия станет независимой? Примерно в каком году это случится? Ну, никто не знает, что произойдет завтра. Это может произойти там, я вообще говорю, может через месяц, через неделю. Вот. Все по воле Аллаха. И мы готовы к этому. Что Аллах нам даст, алхамдулиллах, мы довольны этому.
Марат Агасеев, исправлю недосказанность из-за неполадок в эфире. Представляю, какая боль таится в твоем сердце из-за отца. Иншаллах, восторжествует справедливость. Иншаллах, брат, я уверен. Знаешь, я не хочу лично как бы говорить только за отца. Меня, в общем, все волнует, то, что произошло с чеченским народом. И эта боль, про которую ты говоришь, боль не только у меня, у каждого чеченца, который действительно себя считает чеченцем, а не русским там пехотинцем. Вот. А так, как я сказал, мы довольны тому, что даст нам Аллах. Адам Адамс, алейкум салам, брат. Насчет видео, где наш президент рассказывал, как дали добро русским солдатам на мародерство. Ну, посмотри, брат, последнее видео, которое я тут выкладывал, там, ну, с фотографией нашего президента. Вот. Это одно из последних видео. Последнее или предпоследнее? Перформанс. Можете рассказать про украинских добровольцев в Первую Чеченскую войну, пишете вы. Не было Чеченской войны. Неправильное название. Я подкорректирую. Не всегда это делаю. Была, есть русско-чеченская война. Сегодня в Украине идет русско-украинская война. Вот это правильное название. Про украинских добровольцев. Да, я их лично видел. Я помню первый день, когда они пришли к нам. Мы очень обрадовались, что даже представители других народов приезжают к нам на родную землю и воюют против русских оккупантов. Мы обрадовались этому. И действительно, они мужественно воевали. Я помню, как они встречались с нашим президентом, с начальником главного штаба, то есть с моим отцом. Вот. И у них были очень хорошие отношения. И мы, конечно же, дали вооружение и все от нас зависящее. Мы воевали вместе против русских оккупантов. Так, еще что я хотел подчеркнуть в этом эфире. Хотел-то я давно это сказать, но не мог найти правильную форму или подобрать слова правильные, наверное. Ну, помните, я ехал в поезде, ну и делал эфир, там у меня связь плохая была. Вот, я вот что хотел сказать, что призвать и чеченцев, и других наших братьев, друзей, всех, чтобы оказывали помощь тем, которые сегодня противостоят России, воюют против России. К примеру, я просто открыто от своего имени хочу сказать это. Я ни с кем не говорил на эту тему вот так, не планировал ни с кем, что я вот это скажу в эфире. Вот. Я хочу вас призвать, мои братья, чтобы вы помогали
всем, чем вы можете. Ну, без разницы, что это будет, каковой будет эта помощь. Даже делали дуа, что очень важно, молились. Вот. Сегодня наши братья, чеченцы, стоят рядом с украинскими героями, воюют против русских оккупантов и будут воевать. Это часть нашего народа. Это самые смелые наши братья, самые мужественные, скажу так. Потому что, чтобы быть на войне, участвовать в войне, сопротивляться вот такой армаде, да, ну, здесь мужество нужно. И те, которые сегодня находятся вдали от этих событий, вот их я призываю, чтобы вы помогали. Но я сейчас не буду подробно говорить, что да как, что нужно, что не надо, к примеру. Ну, вы сами знаете, что нужно нашим воинам во время войны. Вот. То есть оказывайте поддержку, принимайте в этом участие. Тут. Тут уже пришли гонцы марионеток, российских марионеток, пропагандисты, тролли. Тролли. Ну, наверное, пару слов, наверное, этим ушлепкам тоже можно сказать. Хорошо, что вы сами сейчас поняли, что вы и, ну, вообще, что приходит ваш конец. Конец вашему главному ушлепку, этому шизофренику, который сидит в Кремле и терроризирует весь мир. Вам уже конец. И вы это прекрасно знаете. Знаете. Так, я, наверное, уже скоро пойду. На минут 5 еще побуду с вами. В общем, хотел пообщаться с вами. Сегодня, кстати, я был у Фархада в эфире. Я потом выставлю это видео здесь на канале. Вот, Фархада многие знают, многие, наверное, видели. Это наш брат из Азербайджана. Вот, он живет в Норвегии. Вот мы сегодня провели эфир, совместный эфир. Я раньше с ним не общался, но это наша была первая совместная работа. Он попросил меня, если я могу так выйти в эфир, ответить на вопросы людей, его зрителей. И мы провели сегодня эфир. Сегодня этот брат Фархад помог чеченскому батальону. Вот. Ну, в общем, прямо скажу так, денежно помог, отправил деньги, за что я благодарю его, и тем, кто помог, кто оказал помощь. Вот такое. Аллах резху асана. Фархад красавчик, да. Валикум салам, Альберт. Расскажи про карачаевских добровольцев первой и второй войнах с русскими. Ну, да, вот именно добровольцы. Я люблю, когда вы вещи называете правильно.
Это были добровольцы. Было, ну, были наши братья, которые карачаевцы и другие представители других наших братских народов, из Дагестана, из Ингушетии, конечно же, вот, кабардинцы, другие, вот, которые воевали против русских оккупантов. Ну, что я скажу? Вот то же самое, что я сказал бы в адрес наших муджахидов, чеченских муджахидов. То есть я даже не делю, не хочу делить, без разницы, какой национальности человек, который воюет вместе, который находится на войне, как мы называем их, братья по оружию, да. Для меня все они одинаковые. Я просто хочу поблагодарить, конечно, за их участие в войне против русских оккупантов, которые убивали чеченский народ. Максон, так, мой крестный погиб при обороне Грозного, добровольец в Наунсо. Ну, я сейчас не буду просить назвать имя, фамилию. Но, да, это герои не только вашего народа, но также герои чеченского народа, за что мы благодарим их. Спасибо вам за поддержку. Ну да, спам. Ферти Ретино. Возможно ли украинцу попасть в чеченский батальон? Ну, там сегодня в чеченском батальоне достаточно людей. И я не думаю, что сегодня примут, потому что сегодня чеченскому батальону не помогают. Нет помощи со стороны власти и помощи со стороны вооруженных сил Украины. Вот почему я решил обратиться к нашим зрителям, к нашим братьям, друзьям, чтобы они как-то, да, помогали, оказывали помощь тем нашим братьям, которые сегодня противостоят против русских оккупантов. Я встречался с разными батальонами, ну там полностью перечислять не буду, смотрел, как, что у них, кто помогает, интересовался этим. Да, им действительно помогают, также свои же люди, свои контакты. И поэтому я вот сейчас вот так открыто обращаюсь уже к своим людям, да, чтобы они помогали чеченскому батальону. Так, ладно, сейчас я буду завершать, а то связь может отключиться, боюсь этого. Вот, и тоже важный момент, сейчас скажу, что мы, кавказцы, должны объединиться, стоять рядом, без разницы какой религии, мусульманин, христианин. Мы должны вместе противостоять против этого шизофреника. Нужно вставать. Я не призываю на войну, хотя бы словом, любой другой поддержкой,
Вот. Мы должны помнить свою историю и стремиться вот к этому объединению, к единству у нас на родной земле, на Кавказской земле. Хорошо, я всех благодарю. Всем желаю мира, и все будет хорошо, обязательно. В этой войне, русско-украинской войне, победит не только украинский народ, но и все мы. Все мы. Аллах рейс хурмасана. Благодарю всех. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.